Переводить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе. Добрый день, уважаемый глава Чувашской Республики, уважаемые коллеги. Приветствую вас на традиционной августовской конференции. И в этом году, как вы видите, мы дали ей название «Путевка в жизнь для каждого ребенка». Я благодарю всех, кто собрался сегодня в гостеприимном зале Чувашского государственного университета, вас, создателей условий для обучения наших детей. Сегодня в зале присутствует правительство Чувашской Республики, ключевые министры социального блока, руководители наших муниципалитетов, все ректора высших учебных заведений, директора техникумов и, самое главное, руководители общественных организаций, директора школ, в общем, все, кто вовлечен в процесс создания условий вокруг ребенка. В течение нашей встречи мы остановимся на вызовах, которые стоят перед нами, озвучим решение, чтобы наше образование Чувашии отвечало требованиям завтрашнего дня. Первоочередная цель, конечно, это создание условий для раскрытия потенциала наших детей. Скажу проще. Если наши ребята показывают себя на фоне страны, на фоне всей планеты, как новаторы, успешные, яркие, целеустремленные, это и есть самый главный наш результат. Думаю, что правильно обозначить эту когорту наших школьников и студентов простым словосочетанием «Гордость республики». И предлагаю вам посмотреть небольшой ролик, чтобы и вы имели возможность ими гордиться и результатами этого года. Пожалуйста. Невозможно передать словами. Мне кажется, что любой человек, увлеченный космосом, мечтает посетить космодром, увидеть запуск ракеты.
Спасибо большое за аплодисменты, потому что, конечно, ребята, их родители, тренеры, педагоги проделали колоссальную работу для того, чтобы мы сегодня вместе поаплодировали успехам наших детей. И позвольте пригласить на сцену для приветствия главу Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева, который поддерживает все наши инициативы, ставит своевременные задачи и, главное, верит в нас. Прошу, Олег Алексеевич. Хакнул дарсем, хаквен дерсем, панги, шулданжул ирдеген, педагогсен конференцинже, августу хинчертеген конференцинже, пуринбедетель бума пангигун педихавас. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я очень рад всех приветствовать на традиционной августовской конференции. И, несомненно, традиционно мы сегодня будем говорить с вами о том, что нам надо сделать, чтобы система образования дальше развивалась, стала лучше, а самое главное, чтобы итоги вашей работы, вот как сейчас было показано в видеоролике, с каждым годом было больше и множились. Несомненно, вот мне кажется, сегодня и конференция началась с замечательного ролика «Чему учат в школе». Мне кажется, уже за то время, которое прошло с момента, когда многие из нас пошли в первый класс, система образования, школа так сильно поменялась. И, конечно же, поменялось и требования к выпускникам школ. А самое главное, сейчас она меняется стремительно. И, очевидно, для того, чтобы быть успешными, сама система образования должна быть, на мой взгляд, нацелена и настроена на постоянные изменения. На те изменения, которые происходят в мире, на те изменения, которые происходят в технологиях, на те изменения, которые происходят в обществе. И, конечно же, готовить детей к этому будущему с тем, чтобы, когда они выходят на жизненный путь, поступают в вузы, в профессиональные учебные заведения, либо на трудовой путь, уже были готовы. Мы с вами уже один учебный год занимались повторно или после возвращения, помимо образовательного процесса, воспитанием. Мы с вами знаем, что это была инициатива президента страны Владимира Владимировича Путина, который очень четко обозначил для того, чтобы система образования развивалась, для того, чтобы система образования вносила существенный вклад в развитие общества, нам надо вернуть в школу воспитание, а самое главное, чтобы это воспитание основывалось на патриотизме и любви к родине. И очевидно, за этот год мы с вами почувствовали, что нам надо еще делать по этому направлению. Несомненно, мы с вами уже в этом году запланировали очень-очень много новшеств в нашей дальнейшей деятельности. Это прежде всего более наступательная профориентация детей в более раннем возрасте. Что нам даст, на мой взгляд, такая работа, такая организация нашей деятельности? Это, конечно же, даст прежде всего как можно с раннего возраста вовлекать ребенка, школьника в получение тех компетенций, которые на сегодняшний день уже есть в обществе, есть в производстве, есть в социальной сфере, и его получают. Мы уже на школьной площадке концентрируем знания высшей школы и, конечно же, производственных предприятий и иных структур и организаций, которые на сегодняшний день функционируют. Мы с вами запустили в этом году и активно реализовываем капитальный ремонт образовательных учреждений, которые имеют износ 50 и более %. И в ходе этой работы мы изначально договорились, что мы с вами ремонтируем не просто стены, мы с вами не просто ставим новые окна и перекрываем крыши, а мы с вами создаем совершенно иную образовательную среду, основанную на современных технологиях и на современных программах, направленную на
вооружение наших детей нужными и необходимыми знаниями. И, на мой взгляд, вот эти направления, они говорят о том, что наша с вами задача в школе, чтобы дети получали не просто знание таблицы умножения, знание грамматики, а чтобы здесь они получали компетенции, а самое главное, оттачивали такие, ну, наверное, это даже не знание, это даже не чувство, это, наверное, жизненная позиция – любить Родину, уважать окружающих и делать все, что от него зависит, для того, чтобы жизнь постоянно менялась и менялась, чтобы она к лучшему в том направлении, которым мы сами для себя запланировали. И вот во всей этой работе, которую мы с вами для себя наметили, начали, для нас, на мой взгляд, является очень большой, существенной поддержкой дополнительное решение президента по запуску новых федеральных проектов. Это аналогичная программа капитального ремонта школьных зданий и образовательных учреждений. И, несомненно, за счет синхронизации нашей деятельности мы с вами ускоримся в этом процессе и, конечно же, сделаем то, что мы планировали сделать за 5 лет, возможно, даже за 4 года. А может, нам и не надо спешить, просто надо сделать более качественно. И мы с вами это сделаем вместе, обсуждая это вот на таких площадках. Несомненно, мы с вами и дальше будем наполнять наши школы необходимым оборудованием. На сегодняшний день уже у нас 82 точки роста, и в этом году откроется еще 61. И очень важно эту работу не останавливать, а более наступательно продолжать. И, конечно же, да, и дальше оборудовать наши классы необходимым оборудованием. И это сделать позволит то, о чем я выше сказал. Ранняя профориентация школьников и объединение на площадке школ и бизнеса, и высшей школы, и профессиональных учебных заведений. Ну и, конечно же, наша задача с вами сделать все, чтобы дети находились не просто в школе ради получения знаний, а чтобы они туда ходили с удовольствием, проводили время с удовольствием и, конечно же, оттачивали те знания, которые вы от всего сердца, от всей души даете или делитесь этими знаниями нашими детками. Ну и все, что выше сказано, это реконструкция школ, оснащение школ новым оборудованием и новыми технологиями, новыми программами. Это, конечно же, создание условий труда, условий деятельности для вас, уважаемые педагоги, потому что от того, как вы будете чувствовать себя на работе, от того, как вы будете вооружены технологиями, необходимыми инструментариями, сервисами, конечно же, от этого также будет зависеть возможности того, насколько вы будете снабжать необходимыми компетенциями наших детишек. И в итоге, конечно же, мы придем к тому успеху, к чему мы стремимся. И будем гордиться успехами наших детей, а от этого вдохновляться и снова идти вперед. С праздником вас, дорогие друзья, потому что сегодня, несомненно, для нас с вами праздник. Олег Алексеевич, разрешите пригласить на сцену ребят, которые будут вносить вклад в развитие России и Чувашии уже через несколько лет. Это как раз победители и призеры всероссийских олимпиад этого года, представляющих наши чувашские школы. Пожалуйста. Начинаем церемонию. Приглашайте. Для торжественного вручения благодарственной грамотой и памятной медалью на сцену приглашаются победители Всероссийской олимпиады школьников. Иванова Екатерина, выпускница гимназии номер 6 города Новочебоксарск, победитель по предмету физкультура, наставник Леонтьева Наталья Ивановна. Елисеева Татьяна, выпускница Карабай-Шумыршинской школы Шумыршинского района, победитель по предмету физкультура, наставники Сапаев Иван Петрович, Ермолаев Юрий Федорович. На сцену приглашаются призеры Всероссийской олимпиады школьников Бушева Варвара, выпускница гимназии номер 5 города Чебоксары, призер олимпиады по предмету экология, наставник Воронкова Марина Михайловна.
Голубева Наталья, выпускница Урмарской школы имени Егорова Урмарского района, призер Олимпиады по предмету экология, наставник Кузьмина Надежда Ильинична. Ершова Наталья, учащийся лицея номер 4 города Чебоксары, призер Олимпиады по предмету экология, наставник Прохорова Любовь Николаевна. Одинокова Ксения, выпускница лицея номер 18 города Новочебоксарск, призер Олимпиады по предмету экология, наставник Захарова Надежда Станиславовна. Сергеева Ольга, выпускница лицея номер 2 города Чебоксары, призер Олимпиады по предмету экология, наставник Тихонова Лариса Александровна. Ефимова Софья, выпускница лицея номер 2 города Чебоксары, призер Олимпиады по предмету экология, наставник Тихонова Лариса Александровна. Боровиков Даниил, учащийся лицея номер 18 города Новочебоксарск, призер Олимпиады по предмету «Основа безопасности жизнедеятельности», наставник Спиридонов Сергей Михайлович. Васильева Анна, учащийся гимназии номер 46 города Чебоксары, призер Олимпиады по предмету «Французский язык», наставник Александрова Ирина Юрьевна. Германова Мария, учащаяся Маргаушской школы Маргаушского района, призер Олимпиады по предмету литература, наставники Ефанова Елена Николаевна, Ефанов Олег Данилович. Долгов Никита, учащийся Яльчинской школы Яльчинского района, призер Олимпиады по предмету технология, наставник Долгов Сергей Витальевич. Захаров Антон, выпускник школы номер 18 города Новочебоксарск, призер Олимпиады по предмету химия, наставник Курочкина Светлана Юрьевна. Котусенко Виктория, учащийся школы номер 18 города Новочебоксарск, призер Олимпиады по предмету биология, наставник Сахарова Надежда Станиславовна. Кошельняк Анна, выпускница гимназии номер 46 города Чебоксары, призер Олимпиады по предмету искусства, мировая художественная культура, наставник Тимофеева Людмила Григорьевна. Любимов Алексей, учащийся гимназии номер 4 города Чебоксары, призер Олимпиады по предмету право, наставник Левочкина Юлия Анатольевна. Матюшкин Денис, выпускник Первомайской школы Батыревского района, призер Олимпиады по предмету физкультура, наставник Матюшкин Владимир Васильевич. Паргунькин Александр, выпускник школы номер 62 города Чебоксары, призер Олимпиады по предмету литература, наставник Чупракова Татьяна Александровна. Ну а теперь нас ждет общее фотографирование с победителями.
Большое спасибо. Приглашаем гостей занять свое почетное место в зале. Можно еще раз поаплодировать, пока ребята спускаются со сцены. Олег Алексеевич, спасибо вам большое. Тогда приступим к работе, и давайте будем откровенными, коллеги. Прошлый год, пандемия, которая отразилась на всех сферах жизни, конечно, оголили вопросы, ответы на которые мы откладывали на потом. Ну, например, вопросы и возможности дистанционного обучения. Готовность наших школ работать в этих условиях и их техническое оснащение. Навыки работы в цифровой среде. Самоотверженная работа наших педагогов и управленцев позволила весь учебный год провести без дистанционного формата обучения. Все школы были оснащены рециркуляторами, средствами защиты. И я хочу сказать, конечно, всем работникам образования большое спасибо. Что касается вызовов, и мы договорились, что конференция у нас будет проходить, обозначив вызовы и пути решения, которые мы возьмем в основу своей дальнейшей работы. Вместе с коллегами, и мы действительно долго совещались, мы пришли к следующим решениям, к 3 китам, к 3 важным принципам, ну или, если хотите, компетенциям, которым мы впредь будем уделять особенное внимание. Первое. Кризисный период показал нашу, некую заржавелость. Кто-то отказывался перестраиваться, кто-то не хотел изучать новые инструменты, но мы все понимаем, что ученики осваивают их в разы быстрее. Пока учитель пишет свой вопрос на доске, ученик уже успевает его загуглить. Все это увеличивает, конечно, дистанцию между учеником и педагогом. И, конечно, наша главная задача – научиться быть адаптивными. Мир слишком быстро меняется. И наши знания будут постоянно устаревать, а это значит, что в первую очередь мы сами должны уметь быстро учиться, быстро применять знания и быстро меняться. Второе. Мы все помним вечный спор между физиками и лириками. Но этой границы больше не существует, друзья. К примеру, посмотрите на слайд за моей спиной. Казалось бы, исключительно гуманитарная наука, дизайн, творчество. Нет, это не так. Здесь есть точно рассчитанные математические пропорции, основанные на спирали Архимеда и понятии золотого сечения. В итоге диаметрально противоположные компетенции совмещены в одном и том же человеке, который подготовил этот слайд. И уже завтра люди одновременно будут обладать как техническими, так и гуманитарными навыками. А это значит, наша главная задача образования – дать им возможность равноценно развиваться во всех направлениях познания сразу. И третья компетенция, которую мы для себя выделили вместе с коллегами, это умение мыслить из будущего. Постараюсь объяснить. Есть точка А, где мы находимся сейчас, есть точка Б, куда хотим прийти. Скажем, ребенок учится в 8 классе. Это его точка А. И он хочет стать успешным предпринимателем. Это его точка Б. Как мы обычно рассуждаем. Сейчас дам экзамены, потом получу диплом, выйду на работу, потом туман, что-то случится, и вот я в точке Б. Но мыслить из будущего значит исходить не из места, где мы находимся, а из места, куда мы хотим все-таки прийти. И на основе этого составить полноценную стратегию действий, отметая лишнее. Итак, 3 принципа: адаптивность, гармоничное развитие и мышление из будущего. И, конечно, когда мы принимали решение в этом году, все вместе с вами, мы опирались именно на них. И чтобы эти навыки были у детей, мы должны бесконечно развивать их в себе. Сегодня я расскажу на конкретных примерах, как это было реализовано. Для этого нам надо рассмотреть основные составляющие системы образования: инфраструктуру, педагогические программы, профориентацию и воспитательные процессы. По порядку. Пожалуйста, внимание на экран.
Если мы взялись за выполнение масштабной программы, которая была запущена и по инициативе главы республики, все-таки сделать качественно, чтобы уже если уж мы делаем капитальный ремонт, все было сделано с точки зрения соблюдения всех требований и безопасности, и санитарных норм. Смысл модернизации школ и детских садов, конечно, не только в капитальном ремонте, а в создании удобной современной среды с любой точки зрения. Поэтому первично, конечно, надо спросить у школьников, у родителей, у учителей, что они хотят, чтобы было в школе, чтобы действительно было интересно и удобно. Посмотреть на школу не как на инфраструктурное здание, а как на пространство, в котором человеку комфортно общаться и развиваться. В этом году, и Олег Алексеевич уже говорил об этом, идет ремонт 90 учреждений. Приняли ребят 2 новые школы в Новом городе Чебоксары, в селе Байгулово Козловского района. Еще 2 сегодня готовятся к открытию в Батаревском и в Маргаушском районах. За 2 года построено 15 детских садов. И в прошлом году 1400 малышей пошли в 7 садиков. В этом году идет строительство еще 9. Для того, чтобы получить оценку происходящего, как говорят, с мест реальных событий, разрешите пригласить на эту сцену Абилдулову Гельсерень Гадельзяновну, директору Шагырданской средней общеобразовательной школы номер 1 Батаревского района. Пожалуйста. Расскажите нам всю правду. Добрый день, уважаемые Олег Алексеевич, Алла Леонидовна, участники Республиканской педагогической конференции. В послании Федеральному собранию 2021 года президент страны Владимир Путин прямо говорит: путь молодого поколения, конечно же, начинается в школе. Она была и, уверен, будет для ребят вторым домом, который должен стать уютным и современным. Современная школа многообразна и сложна. Она непрерывно изменяется. Растет конкуренция среди учреждений. Перед любой школой встает вызов обеспечения своих учащихся качественным образованием. Это первостепенная задача учителя. Из чего складывается качество образования? Из высокого уровня профессионализма педагогов, из создания комфорта и обучения школьников и материально-технического обеспечения школы, прочности знаний учащихся. Миссия государства – создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей всех, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи. Многие здания, где занимаются дети, физически и морально устарели. Надо приводить их в порядок, создавать комфортные условия для учебы и роста. Так сказал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин при презентации правительственной программы капитального ремонта школ в августе этого года. Десятилетиями ремонт в школах и садиках был локальным и зависел от того, сколько денег будет выделено. Сегодня окна, завтра сантехника. Так мы привыкли. Однако сегодня настало время комплексного подхода.
Село Шагардан – самое крупное татарское село Чувашии, где проживают более 6 тысяч человек. На территории села расположены 2 школы, 2 детских сада. В нашей школе обучаются 350 школьников. Из года в год позитивная демографическая динамика. Растет число первоклассников. Последние десятилетия школа работала в 2 смены, что создавало определенные трудности, сокращение выбора дополнительных занятий, вопросы контроля и беспокойства родителей, растянутый рабочий день учителя. Несомненный прорыв этого года – начало строительства пристроя на 120 мест к зданию нашей школы в рамках нацпроекта образования. Цена контракта – 108 миллионов рублей. Окончание работ – 31 августа 2021 года. 3-этажный пристрой, дополнительные классы, кабинеты для получения дополнительного образования, актовый зал, современная спортивная площадка и спортивный зал, интерактивные классы, создание условий для детей с ограниченными возможностями. Словом, все условия, чтобы учебный процесс проходил на новом уровне. Кроме этого, в 2021 году в рамках модернизации инфраструктуры муниципальных образовательных организаций начат капитальный ремонт основного здания. Нашей школы цена контракта более 60 миллионов рублей. Срок окончания работ 1 ноября 2021 года. Сейчас от прежней школы остался только каркас. Все остальное, от коммуникации до освещения, новое. Безусловно, это гарантия комфортных условий для учителей и детей на много лет. Ведь здание было построено в 1976 году. Износ составлял 58%. Как вы, Алла Леонидовна, в одном из выступлений отметили, теперь мы, директора, сможем, наконец, заниматься только образовательным процессом. А для молодых педагогов – мотивация. В новой красивой школе всегда хочется качественно работать. Последние 2 года в школе пришли 4 молодых специалиста, причем 2 из них – выпускники нашей школы. К слову, все фотографии из моей презентации с видами школы сделали наши ученики с квадрокоптера. Мы хорошо понимаем, что деньги – это ответственность. Верим, что оснащение современное, технологичное позволит перевести учебный процесс на иной, принципиально современный уровень, будет способствовать развитию способностей детей, их талантов, развитию интересов. Вроде такие простые слова, но это один из приоритетов нацпроекта образования – сделать так, чтобы в каждой школе были комфортные условия для учеников, быстрый интернет и самые современные оснащения. Ведь неважно, в большом городе живет ребенок или в маленьком селе, качественное образование должно быть везде. Мы живем в прекрасной республике, в дружбе и согласии. От имени населения села Шагардан выражаю огромную признательность правительству Чувашской республики за понимание и поддержку. У нас утвержден прекрасный логотип «Перле». Мы вместе, Перле, живем, работаем ради общего, ради детей, которые, несомненно, всегда были и будут патриотами нашей республики. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Что же еще важно, чтобы ребенок учился хорошо? Конечно, вкусно и полезно питаться. Чувашия стала в прошлом году одним из немногих регионов в стране, где во всех школах и в детских садах на все 100% установлено новое оборудование в пищеблоках. Благодаря решению президента России все малыши 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели мы получили 600 миллионов рублей из федерального бюджета на 2021 год. Но мы пошли дальше. Решен серьезнейший вопрос. И в соответствии с указом главы Чувашской республики бесплатное двухразовое полноценное питание с 1 сентября будут также получать 12 тысяч ребят уже с 5 по 11 класс из многодетных и малоимущих семей. И я еще раз хочу поблагодарить, Олег Алексеевич, вас за это важное решение.
Когда мы говорим о развитии гармоничном, мы в том числе говорим о занятиях спортом. И 11 спортивных залов в школах были республики отремонтированы этим летом, вот буквально за прошедшие месяцы. Вы скажете, хорошо, ну что ребятам делать, когда уроки закончились? И вот в сентябре у нас с вами в целом по школам, по республике откроется 61 точка роста. И все школы до 2023 года будут укомплектованы современным оборудованием для дополнительного образования. Большая востребованность 3 кванториумов, которые работают у нас с вами в Чувашии. И сейчас в летние каникулы там работают лагеря. 3 IT-куба. В Канаше, в Урнарах, и 1 сентября откроется еще один IT-куб в Ядрине. Они оснащены цифровыми лабораториями, микроскопами, компьютерами, шахматами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами. Очень важно, чтобы оборудование, которое сегодня установлено в школах, действительно работало максимально, и учителя, и дети были увлечены образовательным процессом. И, конечно, мы не могли бы предпринять все эти масштабные усилия и получить такие результаты, если бы мы не опирались на опыт наших мудрых коллег. И мы попросили оценить инфраструктурные изменения легенду чувашского образования, вы все ее прекрасно знаете, Чернову Галину Петровну. И вот ее мнение о нашей работе. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, рада присоединиться к вам сегодня, почувствовать нашу необыкновенную творческую атмосферу августовских педагогических форумов. Конечно, я отслеживаю ситуацию в родной республике и в целом, и особенно в образовании, огорчаюсь неудачам, очень радуюсь каждому успехам. И сегодня особенная моя радость. Сегодня я радуюсь вашему успеху с моим личным оттенком. Это школа Ибресинская, моя родная, близкая, любимая, которая прошла процедуру комплексного капитального ремонта. Такой она не была даже, когда ее только что построили. Впрочем, на мой взгляд, это даже не ремонт. Это полная перезагрузка. Создание таких комфортных, современных условий, конечно, это большая ответственность. Это большие новые требования. Так что, дорогие мои земляки, ждем от вас новых успехов. И это не уникальная школа. Таких школ уже много по республике. Это реализация целой большой, сложной программы. Очень хочется верить. Я надеюсь, что при таких темпах вашей работы скоро вся школьная база станет именно такой комфортной и современной. Впрочем, одни проблемы решаются, новые вызовы появляются. Хочу сказать про 2020 год. Как вам удалось в таких авральных, необыкновенно сложных условиях освоить дополнительно какие-то новые информационные технологии? Нужны были новые методики, даже психолого-педагогические основы уже другие. И в целом по республике это удалось сделать. Замечательный, такой подвиг учительский, педагогический, управленческий. Говоря высоким слогом, удалось спасти интеллект наших детей. Впрочем, мне хочется сказать, что ведь это еще и большой шаг в будущее. Что я имею в виду? В будущем образование наверняка оно будет гибридным, удаленным в том числе обязательно. И каждый ребенок сможет выбрать себе тот виртуальный класс, того педагога, который максимально сумеет раскрыть его способности и интересы. Сегодня в республике работает очень хорошая, активная, работоспособная, креативная команда управленцев. И каждый из педагогов, из администраторов образования, входя вот в эту активную жизнь, вносит свой вклад. И вместе удастся приблизить ситуацию, когда решается самая главная цель. Учитель идет в школу, педагог в целом идет в образовательные учреждения с радостью, с удовольствием, а ребенок, подросток, молодой человек стремится в свой любимый реальный или виртуальный класс с радостью познания и общения. Успехов вам всем на этом трудном пути!
Следующий вопрос, блок, который мы готовы обсудить сегодня с вами, это образовательные программы и кадровый вопрос. Сегодня роль педагога в некотором смысле можно определить как маркетолога знаний. И наша задача не просто передать знания, их легко можно найти в сети. Наша задача передать их в интересной для ученика форме. Многим педагогам удается выиграть конкуренцию интернета уже сейчас. И в этом году наши школьники 3700 раз написали ЕГЭ выше, чем на 81 балл. Спасибо. 61 раз они, что называется, выбили 100 из 100. И отдельный предмет нашей гордости. 6 ребят набрали 200 баллов. Я хочу их перечислить. Выпускник лицея номер 3 Антон Ледров. Выпускница гимназии номер 5 города Чебоксары Софья Пузырева. Выпускница гимназии номер 2 Чебоксары Дарья Николаева. Выпускница школы номер 61 города Чебоксары Алиса Носикова. Выпускница школы номер 12 города Новочебоксарск Анастасия Смирнова. И выпускница школы номер 8 города Канаш Ангелина Кузьмина. Ну, давайте, поаплодируем ребятам. Вы уже видели сегодня на сцене великолепную двадцатку. Это ребята из нашей республики, кто в этом году стал победителем во всероссийских олимпиадах. И благодаря им в этом году Чувашия вошла в топ-10 регионов, которые по количеству детей, проживающих, получили наибольшее количество побед. И мы, как республика, поднялись в этом рейтинге на 4 позиции. Это результат нашей с вами работы прошлого года. Чтобы сохранить и приумножить результаты, нам необходимо четко понимать, какие соревнования являются для нас приоритетными. В этом году на уровне Российской Федерации Министерством просвещения утвержден перечень из 650 официальных различных творческих интеллектуальных конкурсов, по которым оценивается результативность школ. Мы с командой ректоров вузов и директоров школ пошли тоже опять немножко дальше и все-таки решили для себя это сконкретизировать в привязке к нашему региону. И утвердили перечень из 100 олимпиад, на которые я обращаюсь сейчас к главам муниципалитетов, к управленцам в сфере образования, необходимо ориентироваться в следующем году. Почему? Потому что именно эти конкурсы и олимпиады мы будем вас просить, чтобы вы их брали за основу, когда принимаете решения о стипендиях на уровне глав администраций. Будем учитывать и мы их, когда будем определять стипендиатов главы республики. И именно эти олимпиады берутся за основу, когда на уровне президента страны принимается решение о стипендиях федерального уровня. Это очень важно, четко понимать, каким олимпиадам готовить. И что еще важно, именно эти 100 олимпиад дают дополнительные баллы при поступлении как в наши чувашские государственные вузы, так и в вузы Российской Федерации. Следующую тему, которую мы с вами, вот сейчас, я думаю, немножко улыбнемся, следующая тема, которую мы с вами обсуждаем с прошлого года, и я неоднократно, мы проговаривали это и с директорами школы, с главами администрации, все-таки это золотая медаль. Вот я сейчас хочу попросить всех в зале поднять руки те, кто закончил школу с золотой медалью. Ну, скажем так, мы вами гордимся, вы молодцы, я тоже. Но рук-то в итоге сейчас было поднято не так много. Но сейчас, конечно, школьников не награждают именно теми золотыми медалями, которые получали в свое время мы. Вместо них есть медаль за особые успехи в учении. Так вот, по итогам этого года медаль по окончанию школы у нас с вами получил каждый 5-й выпускник. Аплодисменты принимаются, но при этом это означает, что в каждом классе у нас с вами 5 золотых медалистов. Немного странно, не правда ли? А уверены ли вы, что эти ребята в итоге сдадут ЕГЭ и подтвердят свою золотую медаль? Предлагаю задуматься еще раз об этом удивительном факте и уверена, что на следующий год ситуация у нас поменяется. Это очень важно, потому что тенденция выдавать медаль тем, кто этого не заслуживает, это значит обесценить заслуги тех, кто в течение всего пути работал над тем, чтобы получить ту самую золотую медаль, которая оценивает его труд. Это очень важно. И у меня еще раз повторюсь, просьба к директорам относиться к выдаче медалей более ответственно и рационально.
Теперь о сохранении главной ценности наших национальных традиций и чувашском языке. По поручению Олега Алексеевича я хочу представить вам новое поколение учебников для изучения чувашского языка в русскоязычных школах. Мы это действительно сделали. И в этом учебнике использованы самые эффективные методики преподавания языка, включая интерактивные игры, песни, стихи, создана электронная форма учебника, которая содержит мультимедийные элементы, интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие учебник. Предыдущее учебное пособие, по которому учились наши с вами ребята, было издано действительно 10 лет назад, было ориентировано на внутреннюю структуру изучения языка, грамматику и письменную речь. А для ребят, у которых нет практики общения на чувашском языке, это было действительно достаточно сложно. И учебник, именно учебник, а не учебное пособие, которое мы сейчас разработали вместе с ГК «Просвещение» и издали, его основная задача — развивать речь, а через общение осваивать особенности чувашской культуры. И 1 сентября его уже получат 7 тысяч первоклассников, родители которых выбрали для изучения чувашский язык. К Новому году закончится разработка таких учебников уже для 2-х и 3-х классов, а к следующему году и для 4-х. Мне кажется, это очень важное решение, что хорошие современные учебники придут в этом году 1 сентября в наши школы. Вернемся к педагогам. На сегодня это очень большая проблема, и у нас, как мы и не стараемся, есть более 1000 вакансий педагогических работников в целом по республике. Больше всего не хватает воспитателей детских садов и учителей начальных классов. Мы все вместе с вами прилагаем достаточно много усилий, чтобы переломить ситуацию. И если речь заходит о материальном стимулировании, то я могу вам перечислить очень много методов поддержки, их действительно достаточно много. Существует единовременная выплата 10 окладов молодым специалистам, президентская программа «Земский учитель», премии президента России, денежное поощрение главы республики, выплаты педагогам, готовящим победителей олимпиад. Есть доплаты учителям в специализированных классах, выплаты по 5000 рублей классным и кураторам инновационных направлений методической поддержки. Действуют льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. И только на последние 3 пункта в этом году было направлено больше 95 миллионов рублей. Тем не менее, это не исправляет ситуацию кадрового дефицита, наверное, еще и в том числе, что молодых специалистов волнует не только материальное стимулирование. Должна быть возможность профессионального роста. Мы понимаем это. И только за прошлый год в конференциях Сочинского образовательного центра «Сириус» приняло участие почти 100 наших педагогов. Конечно, этого все еще недостаточно. В этом году мы получили субсидии от Министерства просвещения на создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Создан он на базе нашего Института развития образования, и в этом центре будут применяться принципиально новый подход к подготовке учителей. Если раньше он был потоковым, и мы смотрели общую программу для всех, то сейчас для каждого конкретного специалиста будет подбираться индивидуальная траектория образовательная, понимая его слабые стороны для того, чтобы их усилить, чтобы в итоге это все отразилось и на качестве педагога, но и на результатах в итоге у учеников, которые получают знания. Но, повторюсь, у нас по-прежнему более 1000 вакансий в школах и детских садах. Но при этом мы один из 33 регионов страны, у которых есть педагогический университет. И благодаря программе, и здесь тоже пилоты, да, Владимир Николаевич вместе с Юрием Николаевичем Исаевым, это 2 института, это мы стали одним из 6 регионов, которые сделали совместную программу по повышению квалификации и подготовке кадров. Мы готовы и понимаем, кто нам нужен. Вместе с Владимиром Николаевичем, с ректором педагогического университета, мы, думаю, что в течение следующего года разработаем, да, четкую программу понимания под каждый муниципалитет, какую интересную программу и как подготовить ребят, чем их замотивировать. И здесь я предлагаю включиться, в том числе и главам администрации, в эту разработку совместного заказа под педагогов, которые должны быть подготовлены в кратчайшие сроки.
Мы обучаем учителей, даем им возможности для развития, просим от них стремиться к подготовке ребят, успешно сдающих ЕГЭ и побеждающих на Олимпиадах. Но это очевидный путь. Вопрос в том, являются ли эти факторы объективными показателями качества преподавания. И на эту тему я приглашаю на сцену и прошу выступить нашего депутата Государственного совета, но при этом директора самой большой гимназии Исаеву Инну Владиславовну. Пожалуйста, Инна Владиславовна, вам слово. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я думаю, что сегодня у всех сердце бьется даже только от того, что первыми, кто вышел на сцену, это дети, ради кого мы все ходим на работу. И, безусловно, это самое главное счастье родителей — видеть, когда ребенок может жить без нас. То есть так организован наш учебный процесс и сопровождение детей в взрослую жизнь, чтобы они все-таки чувствовали себя самостоятельными, самодостаточными. Поэтому мы с командой буквально в 2007 году, когда нам посчастливилось получить новую инфраструктуру, задумались, а где этот баланс детей, у которых и у родителей, которые ждут высокое качество образования, к другому, желание ребенка ходить в школу. И, наверное, одна фраза родителя, которая меня настроила на то, что мы должны думать иначе, это была следующая: вы, учителя, так хорошо готовите нас в жизнь, что мы забываем жить. И еще одна памятная запись. Пусть в вашей школе Николая Васильевича Федорова дети будут не просто высокомотивированные и умеющие сдавать единый государственный экзамен, но еще и счастливыми. И вот где этот баланс, как его сопроводить, мы задались этими проблемами. Поэтому считаем себя лабораторией, которая наработала практики различного уровня, потому что ребенок шел в школу. У меня не работает стикер. С радостью, но в то же время был... сейчас, извините. Да, но в то же время и родитель ощущал, что он приобретает знания. Мы начинали со школы повышенного уровня, и задача была создать методический центр для повышения учителей именно по подготовке единого государственного экзамена и по подготовке к олимпиадам. На сегодняшний день действительно гимназия держит этот уровень, является топовой, но мы с коллегами пришли к выводу, что учить нужно каждого ребенка, не отбирая и понимая, что сегодня ребенок не всегда готов сесть за учебник и понимать то, что написано в нем. Поэтому мы попросили администрацию города, Алексея Олеговича, вас, и вы поддержали концепцию нашей школы расшириться и дать нам технологические мастерские, лабораторные практики, где дети первое, что делают, они отрабатывают навык. Навык в практических лабораториях, на школьном заводе они шьют, они моделируют, они познают сначала дело, ремесло, и потом уже идут к учебнику биологии, химии, физики, химии. И сегодня наработана образовательная программа в школе, где не отделяется сам учебный процесс от дополнительного образования. Мы научились учить разных, наблюдаем, как это делается, накоплен целый пакет документов, поэтому мы готовы делиться. И в этом случае хотим сказать еще, что каждая школа, которая понимает, что сегодня школа — это социальный институт, и он не оторван от географического положения города. Поэтому команда школы, в частности лидеры, директора школы, должны четко понимать, что образовательная программа — это не только ОГЭ и ЕГЭ, это еще и умение ребенка выпустить конкурентным в жизнь. Важно здесь и история с родителями. В данном случае у нас родители включены в систему образования как люди, которые
находятся на производственной площадке с детьми, в школах, в школе, вместе мастерят, вместе делают и вместе получают удовольствие жизни уже в самой школе. У меня есть предложение принять сегодня и как бы понять, что только в сетевом взаимодействии самого образовательного учреждения, которое является заказчиком на умное технологическое оборудование в своем муниципалитете, в зависимости от сильной стороны социально-экономического сектора, то есть производственник, который находится на земле, не отрываться от реальной жизни и вступать в такое взаимодействие. У нас это получилось с производством Элара, когда Андрей Углов пришел, рассмотрел наше пространство, такое умное, технологическое, и сказал, что я готов вложиться, чтобы уже на школьной скамье в 7-8 классах ребята занимались радиоэлектроникой. Родители приняли эту историю, и в данном случае вся физика, химия и уроки технологий у нас теперь вшиты в само производство. Конечно, очень важно, чтобы и сам муниципалитет, а здесь есть глава муниципалитета, помогли нам юридически и, возможно, открыли в рамках живых уроков ваши земли. Это все города Чувашии, куда мы могли бы ездить и рассматривать производство, ремесло каждого муниципалитета отдельно. В результате дети бы набирали опыт жизни и, возможно, интерес к школе у них, невозможно, а точно интерес школы у них бы вырос. Спасибо за внимание. Навык сегодня равен знаниям, поэтому давайте делать школу интересную, ремесленную, деятельную и нужную детям. Спасибо большое. Наше образование, конечно, должно быть практикоориентированным. Именно об этом был предыдущий ролик. И, конечно, главное, что наши школьники должны понимать, и мы вместе с ними, в какой отрасли они будут востребованы и к чему мы их готовим. Это, конечно, диктуется долгосрочной экономической стратегией, и наша главная задача, чтобы наши ребята понимали, чем они будут заниматься, где работать именно у нас, в Чувашии. К наиболее востребованным профессиям на региональном рынке труда относятся агрономы, инженеры, IT-специалисты, медсестры, врачи, фармацевты, учителя, воспитатели, ветеринары и технологи пищевой перерабатывающей промышленности, мастера швейного производства. Это означает, что профильные классы старшей школы, СУЗы и вузы должны ориентироваться по показателям именно на этот список, чтобы гарантировать ученику дальнейшее трудоустройство. И, конечно, ребята должны учиться на современном оборудовании, чтобы обладать теми компетенциями, с которыми они будут готовы заходить уже в рабочую жизнь.
Так, благодаря проекту «Молодые профессионалы» на базе техникумов и колледжей республики созданы 70 современных мастерских. И тоже вот вы проникнетесь этой цифрой. С 2019 года мы из федерального бюджета получили более 400 миллионов рублей для создания этих мастерских. Мы не до конца понимаем, каким потенциалом сегодня обладают наши техникумы. И в следующие 3 года мы также направим на переоснащение под наш заказ мастерских в техникумах еще более 200 миллионов рублей, и решение Минпросвещения на создание 42 таких мастерских мы получили буквально на прошлой неделе. Это следующий шаг, но мы должны четко понимать уже, какие мастерские, в каких техникумах и на что мы должны ориентировать наших ребят и отстраивать образовательный процесс. Если говорить про тех ребят, кто после 9 класса принимает решение остаться в школу, то сегодня 80% из них учатся в профильных классах по своим направлениям. Но мы приняли решение со следующего года увеличить количество классов, количество профилей, потому что мы в этом году очень серьезно все вместе работали над формированием самого запроса и определили основные направления. Конечно, это аграрное, потому что мы в первую очередь аграрная республика. Это IT-сфера, где есть высокая потребность в высококвалифицированных специалистах. Это электротехнический кластер, это машиностроение и медицинские и педагогические классы, потому что если мы серьезно не подойдем к педагогам, то, собственно, некому будет учить и работать в профильных классах для того, чтобы готовить и другие смежные отрасли. Чтобы иметь полноценное понимание востребованности специалистов экономики, Министерством образования вместе с институтом, но самое главное, с ключевыми министерствами, с Министерством экономики, с Министерством сельского хозяйства, с муниципалитетами, мы сегодня сформировали основную программу, которая так и называется «Путевка в жизнь для каждого ребенка», как и наша конференция. Она рассчитана на 5 лет. И мы тоже неоднократно это говорили. Я еще раз сейчас с этой сцены обращаюсь к вам, коллеги. Нам обязательно необходимо получить ваши заявки от муниципалитетов, какие направления, какие профильные классы мы будем открывать и развивать в краткосрочной перспективе. Но самый яркий пример, мне кажется, и результат этого года – это то, что мы перестроились на аграрное направление. Это и взаимодействие с Министерством сельского хозяйства в части создания агрошколы. И мы взяли это за основу при запуске школы в Кашмашах Маргаушского района. И действительно идет серьезная перезагрузка аграрных техникумов. Открыто классы в каждом районе сегодня аграрные. Поэтому я, конечно, хочу сказать отдельное спасибо министру сельского хозяйства Сергею Геннадьевичу Артамонову. Мне кажется, он впервые присутствует на конференции образования. Но судя по тому, как он внимательно слушает, значит, и сколько мы уже ваших учреждений все вместе посетили, конечно, будет результат. Но мы с Сергеем Геннадьевичем точно понимаем, в какой траектории двигаться. И хочу напомнить, что Олег Алексеевич нас в этом поддерживает. Вот, поэтому мы с вами вместе обречены на успех. Отдельно хочу рассказать о двигателе промышленности. Это электротехнических и машиностроительных отраслях. И, конечно, не могу не сказать об уникальности проекта СПИК 2.0, согласно которому концерн «Тракторные заводы» буквально в течение 10 лет планирует выйти на производство 8 тысяч тракторов к 2031 году нового поколения. И, конечно, тут уж вызов опять для нас, как для системы образования, потому что круглый стол, который мы совместно провели, выявил главное, что мы должны готовить специалистов. По некоторым специальностям мы даже сегодня, у нас нет образовательного самого процесса. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы эту тему раскрыли уже не мы, и не образование, а именно представители предприятий. И я хотела бы пригласить на сцену заместителя генерального директора по персоналу и организационному развитию именно концерна «Тракторные заводы» Серегина Сергея Борисовича. Пожалуйста, Сергей Борисович. Добрый день, Олег Алексеевич, добрый день, Алла Леонидовна, добрый день, уважаемые коллеги, участники столь представительной конференции. Огромное спасибо за возможность сегодня выступить на этой сцене и поговорить на актуальную тему для всей экономики республики и для концерна в целом про проект реализации СПИК 2.0. Но вначале вкратце о концерне. Концерн на сегодня это крупнейший машиностроительный холдинг в России, который объединяет в себя 8 производственных предприятий
в котором трудится более 8,5 тысяч сотрудников, который производит, изготавливает более 150 моделей промышленной, сельскохозяйственной, железнодорожной техники. Сегодня 90% сотрудников концерна работают в Чувашской республике. Безусловно, тот проект, который был подписан совершенно недавно, в начале июля, в рамках Иннопрома в Екатеринбурге, для нас очень важен. В рамках этого проекта планируется локализация производства сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности, класса 40 до 90 лошадиных сил. В рамках проекта, как уже было сказано, будет произведено порядка 17 тысяч тракторов за 10 лет. И данный продукт будет локализован на территории Российской Федерации на 93%. Мощности, которые создаются в Чебоксарах, это будет 8 тысяч тракторов в год. При этом инвестиции в технологию, конструкторские разработки, расширению мощностей концерна, предприятий концерна республики, это будет порядка 2 миллиардов рублей. Мы реализуем данный проект с нашим партнером, это СДФ, компания, являющаяся одним из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной техники, комбайнов, тракторов, двигателей, различного оборудования. Предприятия данной компании находятся во многих странах мира, порядка 8 предприятий. Реализация данного проекта базируется на адаптации освоения производства трактора «Агролюкс 4.80», который является на сегодня достаточно экономичным, экологичным продуктом, с хорошей эргономикой для оператора, с прекрасными возможностями по расширению и использованию различного навесного оборудования. Кроме того, развитие данного проекта предусматривает широкую локализацию на территории как Российской Федерации и, в частности, Чувашской Республики. На предприятиях концерна будет локализована и освоена сборка тракторов. Уже со следующего года планируется порядка 180 тракторов крупноузловым способом собрать. А в дальнейшем планируется освоение и локализация производства переднего моста, заднего моста, производство трансмиссии и производство двигателя. И также полное вовлечение компонентов и узлов, которые производятся на предприятиях Чувашской Республики и других производителей Российской Федерации. Кроме того, тот продукт, который будет локализовываться в рамках проекта, планируется улучшать с точки зрения экологичности двигателя, возможности применения водородного двигателя, а также различных систем автоматизации, таких как и беспилотное управление данной техникой, система ГЛОНАСС, установка различных радаров, лидаров и системы помощи оператору. Мы понимаем на сегодня потребность, которая в персонале, который необходим для реализации данного проекта. Всего к 2030 году потребность составляет около 600 сотрудников различных категорий персонала. Это такие и рабочие специальности, это должности специалистов по различным технологическим переделам, и мы понимаем, в какие сроки и какой персонал нам необходим. Кроме того, хотел бы сказать, что у нас уже сегодня у концерна есть под действующие проекты под рост объема серьезные потребности в персонале, порядка 1000 сотрудников. Совсем недавно, только, как говорится, не высохли чернила на контракте, да, но уже спасибо Алле Леонидовне, Олег Алексеевич, вам за тот импульс, который вы придали. И буквально на прошлой неделе мы уже провели круглый стол с представителями, с директорами, с руководством
учебных заведений по проблемам подготовки кадров по данный проект, о том, какая потребность, какие специальности у нас сегодня существует. И сегодня мы понимаем, что этот проект возможен, даже необходимо реализовать с помощью наших учебных заведений. Мы видим возможности, которые сегодня есть в учебных заведениях республики, и, безусловно, мы их с поддержкой вузов, СУЗов, самих школьников, студентов, ну и при поддержке правительства республики, безусловно, реализуем. Безусловно, нам потребуется серьезно усилить работу по улучшению имиджа предприятий, концерна с целью привлечения на них работников и привлечения студентов, выпускников учебных заведений. При этом надо понимать, что совместные усилия должны быть направлены и на разработку и адаптацию программ, которые необходимы для данного проекта. Кроме того, усиленное внимание к целевому обучению как инструменту получения квалифицированного персонала для предприятий. Старт проекта «Профессионалитет» в следующем году, я думаю, что ускорит систему подготовки и улучшит качество выпускников для нашей экономики. Безусловно, сегодня об этом говорили, важна и профориентационная углубленная работа, начиная со школьников, начиная с студентов колледжей, техникумов, вузов, для того, чтобы показать, что у нас есть прекрасные рабочие места, есть место, где работать в республике, в Чувашии, и мы вместе готовы с учебными заведениями для этой серьезной, кропотливой работы. Спасибо за внимание. Ну и, пользуясь случаем, я прямо отсюда, может быть, начну сразу профориентационную работу. Я бы хотел обратиться к школьникам, которые сегодня получили заслуженные награды главы республики. Учитесь в республике, приходите на предприятия республики, ну и ждем вас у нас в концерне в том числе. Спасибо большое, Сергей Борисович. Да. Можно я дополню? Конечно. Ребятишкам хотел бы дополнить вот от концерна ребятам такие сертификаты передать на право управления легендарным раритетным немецким трактором Porsche. Вот. Поэтому надеюсь, что скоро мы будем ездить на собственных тракторах и будем выдавать сертификаты под наши трактора. Спасибо. Тема очень сложная, образование, поэтому кажется, что время идет достаточно долго. Но мы работаем всего лишь час, уверяю, мы укладываемся в тайминг, и у нас остается всего 2 темы, которые необходимо обсудить. Но сейчас я бы хотела пригласить Александр Юрьевич вас, председателя Совета ректоров, и как раз на примере вашего опыта раскрыть нам ранее практика ориентирования уже электротехнического кластера. И вообще спасибо за гостеприимство, Андрей Юрьевич. Да, добрый день, глубоко уважаемый глава Чувашской республики Олег Алексеевич, глубоко уважаемые депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Государственный совет Чувашской республики, конечно, дорогие педагоги. Вот производственник всегда впереди. Сергей Борисович перехватил раннюю профориентацию, да, и пригласил ребят, которые стали победителями, призерами всероссийского этапа Олимпиады школьников. Я, в свою очередь, тоже приглашаю вас к себе. И даже могу назвать цифры уже, которые... Я не знаю, что даст завод, кроме права управлять Porsche. Но я уже к финансам перейду. Вы будете получать, поступив в Чувашский госуниверситет, 10 тысяч во 2-м семестре каждый месяц. Затем, при условии успешной сдачи экзаменов, без троек, вы будете получать 3 800. И так на протяжении всего периода обучения. Кроме того, вы имеете право выбрать программу дополнительного образования бесплатно за счет университета. Вот это сейчас уже в правилах приема есть. Кроме того, ребят, открою страшную тайну, ждет грант президента Российской Федерации. Сегодня он действует и для тех, кто учится по программе магистратуры на 2-м уровне. И это благодаря студенту Чувашского государственного университета Алексею Федорову, который задал лидеру нации вопрос в Сочи: а почему грант президента не распространяется на магистратуру?
После этого Владимир Владимирович сказал, действительно, почему? И решил в пользу студентов. Поэтому вот такой вот человек, который пришел из круга олимпиадников к нам в университет, сделал очень большой реверанс всем олимпиадникам. Можно я читать не буду то, что на презентации, потому что здесь в зале все обладают навыком скорочтения и моментально схватят все, что весь смысл написанного на слайде. Вот, уважаемые коллеги, количество выпускников несколько уменьшилось. Это связано с рядом факторов, в том числе, что многие ребята выбирают после 9 класса программы среднего профессионального образования. Но в то же время количество бюджетных мест в вузах возросло на примерно 200 мест, при том, что количество выпускников в этом году снизилось на 350. То есть шансы поступить и занять бюджетное место, они у каждого увеличились, если делать математические выкладки. Вот 62 с лишним процента в 2020 году, в прошлом, поступили в вузы и учреждения среднего профессионального образования Чувашии. Значит, логика такая, что 37% выехали. Вот тему прозрачного, честного разговора задал глава нашей республики Олег Алексеевич на одном из совещаний, сказал, давайте вот говорить откровенно о проблемах, проанализируем. И мы собрали стратегическую сессию на точке кипения Чувашского госуниверситета. И многие здесь присутствующие члены правительства, директорский корпус, представители вузов, СУЗов повели такой откровенный разговор. Вот это не я придумал то, что написано, это некая выжимка из тех рекомендаций, которые сделали на весенней страк-сессии коллеги, которых я назвал. Почему уезжают? Вот эти вызовы есть еще. Но вот эти вызовы, стремление к независимости от родителей, прокомментирую, это присуще как раз ребятам из очень благополучных семей не в имущественном плане, а в плане опеки над учеником. Понимаете, это есть. Вот этому очень трудно что-то противопоставить. Мамы очень волнуются, особенно папы тоже. И вот чтобы как-то вот наконец обрести самостоятельность, многие пишут в анкетах, вот потому я уехал, кстати. Вот здесь нужно, 5-й пункт. Это вот наша проблема, вот моя проблема, наша проблема тех, кто хочет, чтобы ребята поднимали производство, Чувашии, аграрный сектор, индустрию и так далее. В Москве 100 вузов. Но я категорически не согласен, что все они вот прям лучше. МГУ, да, мы очень рады. МФТИ, МАИ, МИФИ, супер вузы. Мы с ними работаем, там классно все. Мы рады за них. Но если это что-то может быть другое, я не скажу, что это вот прям в десятку. Так. Невысокий процент трудоустройства. Вот что говорят выпускники. Почему вы, не все, конечно, но некоторые из вас не устраиваются на предприятия, которые предлагают им рабочее место. Поэтому у нас стоит задача привлечь тех ребят, которые могут быть не просто линейными инженерами, а конструкторами, потому что в электротехническом кластере 80% инженерно-технического персонала занимается разработками новых устройств, релейной защиты, автоматизации, электрических электронных аппаратов. Там нужны люди с высокопрофессиональным мышлением инженерным. Ну и, понятно, мотивировать выпускников в регионе. Мы на круглом столе, который упомянул Сергей Борисович, об этом очень серьезно говорили. Сейчас будем отвечать на вопросы, что делать. Школьникам. Конечно, многие мероприятия, они сейчас проводятся, от них не стоит отказываться. И это нужно только расширять, углублять, профилизировать дальше. Что мы можем предложить педагогам и родителям? Конечно, пришла пора, наверное, родительскую общественность. Вот директоры здесь сидят школ. Скажите, сколько родителей выпускных классов посетили ведущие предприятия, кластера электротехнического? Или ведущие клиники, родители. Они очень влияют на учеников. Вот я думаю, то, что мы сделали, программы университет «Педагоги на производстве» и «Родители на производство» на тему «Посмотреть», это очень хорошая история, правильная. Дальше. Вот еще есть ряд предложений, которые высказали участники стратегической сессии. Может быть, пришла пора ввести и 3-й пункт. Может быть. Вот такая версия была на страк-сессии. Вузам, университетам Чувашской республики, сегодня все университеты, педагогические, аграрный, классические университеты имени Ульянова, все университеты, вузы.
Вот ряд целых направлений, которые должны быть реализованы, на наш взгляд. Поддержать не только тех, кто руководил ребятами, и они показали замечательные результаты, но и которые поступили в вузы Чувашии. Вот, может быть, какую-то дифференциацию сделать, подумать над этим. Предприятиям, конечно, большой вызов, сказал Сергей Борисович, и мы договорились, что особенно вот важный 8-й пункт. Кто-то говорит коммерческое предложение, IT-кластер, мы формулируем как карьерное предложение. Вот сегодня выпускнику, который показывает высокие академические результаты, нужно четко сказать, вот ты поступаешь, допустим, в Чувашский государственный университет, ты будешь получать это. Если будешь учиться хорошо или отлично, ты завершаешь обучение, ты приходишь к нам на концерно-тракторные заводы, чтобы реализовывать замечательный проект СПИК 2.0. Первый трактор уже в следующем году, через год выйдет там. Вот ты приходишь туда, и ты будешь после целевого обучения получать столько. Будешь участвовать в программе «Золотые кадры». Ты будешь по ипотеке, может быть, какую-то скидку процент и так далее. То есть он четко должен видеть, ну, может быть, на 10 лет вперед. Вот тогда и родители, и дети, наверное, более охотно будут идти в чувашские вузы и оставаться на чувашских предприятиях. Опять же, рекомендация, которую высказали сами члены правительства, специалисты в сфере образования. Вот что нужно сделать власти, местному самоуправлению, чтобы в едином команде, как говорится, перле, помочь всей системе образования и общего, и среднего профессионального, и высшего, подготовить ребят для того, чтобы они работали на высокотехнологичных предприятиях республики. Целевая подготовка работает слабо сегодня. Вот у нас более 360 мест в этом году. Ну, они 100% не заполнятся. Пожалуй, здравоохранение, медфак полностью выполнит. Почему? Потому что там очень высокий конкурс, и целевая подготовка, ну, пусть чуть, но она помогает поступить на бюджетное место. Немножко, там разрыв баллов совсем незначительный. В инженерных профессиях это немножко не работает, потому что дополнительная стипендия, ну, сколько она составляет? 1000, 2, 3. Это не сильный мотив. Мы, принимая на целевку Чувашского госуниверситета, сегодня устанавливаем стипендию для будущих преподавателей 10 000 рублей. Помимо того, что он получает от государства федерального стипендиального фонда. Вот если будет поддержка более весомая, я думаю, будет более интересно. И карьерная лестница, или, как говорят, социальный лифт, будет понятен, куда он ведет. Вот. Сегодня нет ресурса, который бы показывал по всем предприятиям, по всем министерствам отраслевым потребность в целевиках. Вот если спросить сегодня, где найти эту информацию, на год, на 2 вперед, ну этого сегодня нет, поэтому это нужно сделать. Вот по концерно-тракторному заводу уже понятно, какая потребность примерно будет. Так ведь, Сергей Борисович? Так. Соответственно, вот всю эту комплексную платформу нам необходимо создать. По одаренным детям, коль уж речь идет о возможностях их, конечно, вузы должны формировать систему грантов, персональных стипендий для одаренных детей, когда они подтверждают свою одаренность, участвуя в студенческих олимпиадах на самом разном уровне, всероссийском, международном. И такие есть в Чувашском госуниверситете, они учатся. Различные профильные смены, хакатоны, чтобы им было интересно учиться. Потому что ведь, ну что ни говорите, дети приходят разные, разного уровня, очень-очень высокого, довольно среднего. Это правда. И программы унифицированные по стандартам, они не одинаково им интересны. Давайте уж по-честному сказать, дорогие друзья. Поэтому что-то отдельное, персональное должно быть для таких детей. Какие изменения мы ждем? Конечно, более высокие академические результаты тех, кто поступает к нам. Сегодня это измеряется ЕГЭ. А также мы хотим получить больший процент тех, кто трудоустроится именно на предприятия Чувашской республики и будет поднимать экономику. Вот на сегодня, как я сказал, университет предлагает 362 целевых места по очень востребованным направлениям, которые называются приоритетными направлениями развития техники и технологий в Российской Федерации. По всем этим направлениям есть целевые места. ВУЗ должен стать экосистемой возможностей и кузницей кадров для регионов. В образовании, в науке, все, что за пределами аудитории. И, конечно, такой ребенок должен понимать, что для него рабочее место
учитывая его заслуги, готова. Спасибо за внимание. Я поздравляю участников сегодняшней конференции, августовского совещания с началом учебного года. Желаю вам крепкого здоровья, успехов вам и вашим подопечным, питомцам. И, конечно, ждем в Чувашском государственном университете. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Андрей Юрьевич. И последний вопрос, последний блок, который нам осталось с вами сегодня обсудить, он уже достаточно легкий. Но, на мой взгляд, мне кажется, он самый важный. Это вопрос все-таки формирования духовного мира, формирования у наших детей любви к своей родине. Чувство гордости за место, где они родились и живут. Мы можем с вами воспитать замечательных специалистов, но если они не будут любить свой город, любить свой район, любить свою Чувашию, они не смогут отдаваться всем сердцем и всей душой, оставаться здесь, созидать и развивать. Сегодня растут те, кто будет вместо нас, лет через 10-15, также стоять здесь и строить планы на будущее. Я позволю себе цитату нашего земляка, великого советского и российского педагога Геннадия Волкова. Без памяти нет традиций, без традиций нет культуры, без культуры нет воспитания, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа. И если говорить о патриотическом воспитании, то в этом году, в год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, проведена колоссальная работа. Городу Чебоксары, столице нашей республики, присвоено звание «Город трудовой доблести». И да, спасибо. Я сейчас хочу обратиться и к педагогам, которые в течение этого года провели колоссальную работу. Тысячи классных часов, мероприятий, посвященных подвигу нашего чувашского народа. И кроме того, конечно, собран огромный массив данных о героях тех событий. И именно работа поисковых отрядов, учителей, которые активно вовлеклись в этот процесс, опросы ветеранов, родственников, позволили нам и на долгие поколения вперед сохранить память о тех тяжелых днях и о роли нашего народа в общем деле победы. Одновременно, на что хочу обратить внимание, у нас с вами по отчетам в республике 270 музеев в школах патриотических. Мы понимаем, что это тоже, если говорить об их активной работе, немножко не так, и в большинстве из них экспозиция не соответствует сегодня интересу сегодняшних детей. Но при этом я бы хотела выделить музеи, которые в этом году обновили экспозиции, и мы тоже показываем их как пример. Это 40-я школа Чебоксар, 37-я школа Чебоксар, музеи в Шумерле, Алатыре, Янтиково. Это показательные примеры экспозиций, на которые стоит равняться остальным учреждениям. Предлагаю вам съездить друг к другу в гости, как минимум, чтобы посмотреть, как это делается в республике. И мы для себя поставили задачу, и уже, в принципе, ее дорабатываем до конца года, утвердить стандарт наших музеев, довести ее и сделать тоже хорошие методички, как сегодня вам всем на руки мы раздали брендбук с точки зрения школ, потому что мы много говорим, а сейчас мы уже вам дали в руки брендбук, очень хороший, который, я уверена, вы полистаете и ответите на вопрос, что обязательно должно быть на стендах, что можно написать и хорошую пословицу на чувашском языке, и слова. И для этого есть все возможности. Но хорошие примеры уже реализованы. Я бы хотела предоставить слово. Это наш последний выступающий, Захаров Дмитрий Анатольевич, который провел большую работу, и не только в Чебоксарах, и по работе поисковых отрядов, поэтому, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, поделитесь практикой и основными моментами, которые мы возьмем за основу. Спасибо. Спасибо, Алла Леонидовна. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Сегодня воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание. С 1 января текущего года стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание». Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает, что в патриотическом воспитании важны прежде всего честность, открытость и эффективность. Формальный подход недопустим, он убивает эту работу на корню. Сегодня патриотическое воспитание необходимо сделать неотъемлемой частью образовательных программ. Рабочие программы разработаны, и с 1 сентября во всех школах приступят к их реализации. Представим некоторые эффективные элементы патриотического воспитания. Взглянуть на родной город по-новому, познакомиться с историей и природой родного края, узнать, как жили Чебоксары в годы войны, помогает проект «Живые уроки». Чувашия с 2015 года вошла в первую тройку регионов, подписавших соглашение с Российским союзом туриндустрии о реализации пилотного проекта по образовательному туризму. За 6 лет разработано 70 живых уроков.
Основной смысл проекта – вывести учебные занятия за пределы классного кабинета, перенести их в музеи, парки, на предприятия и улицы города. Школы включили в проект учебные планы. Список предметов с живыми уроками достаточно широк. Это и история, литература, физика, биология. В качестве примеров приведу такие темы. Например, основа электродинамики из курса физики изучается при посещении Чебоксарской ГЭС. Советский тыл в Великой Отечественной войне из курса истории хорошо раскрывается при посещении Музея воинской славы. Живые уроки помогают созданию и развитию интегрированного образовательного комплекса школа, вуз, промышленные предприятия. Школьные знания закрепляются в ходе практических занятий. Партнерами данного направления стали более 35 ведущих предприятий. В качестве примера можно привести, например, опыт столичной школы номер 31. Ребята, которые обучаются в профильном медицинском классе, изучают основы медицинских знаний, сестринское дело, здоровье человека на базе медицинского факультета ЧГУ имени Ульянова. А на базе Федерального центра травматологии и ортопедии проходят летнюю практику по основам ухода за больными. Это позволяет школьникам четко определиться с будущей профессией, лучше подготовиться к вузу. Как результат, 80% выпускников школы поступают дальше на медфак ЧГУ. В живые уроки включены педагоги. В период школьных каникул для учителей организуются экскурсии на ведущие предприятия региона. Полученные знания помогают проводить профориентационную работу с учащимися. Не остаются в стороне и родители. Традиционно представители Совета отцов, работающие на предприятиях, проводят уроки и мастер-классы со школьниками. Созданы межмуниципальные образовательные туристические маршруты. Выезжая к историческим местам Чувашской республики, школьники посещают музей известного математика Лобачевского, знакомятся с событиями восстания Степана Разина в Тихвинском монастыре Цивильском. История развития космонавтики в мемориальном комплексе летчика-космонавта Николаева в селе Шоршино. На протяжении последних лет, благодаря поддержке администрации города, юные чебоксарцы имели возможность встретиться с авиационной группой высшего пилотажа «Стрижи». В праздничные дни, посвященные Дню города, школьники могли вблизи увидеть боевые машины МиГ-29. Во время экскурсии ребята узнали историю создания авиационной группы, интересные факты о технических характеристиках самолетов. Всего с начала данного проекта около 12 тысяч школьников приняли участие в экскурсиях. Около 80 выпускников поступили в летное училище. Цитата. «Я захотел стать пилотом 2 года назад», поделился ученик кадетского класса школы номер 22 Михаил Порфирьев. «Меня вдохновили стрижи. Когда я их впервые увидел, я тоже захотел летать, как они. А совсем недавно в нашей школе по инициативе Героя России Николая Федоровича Гаврилова был установлен вертолет Ми-8. Я твердо решил, буду поступать в Сызранское вертолетное училище, буду военным летчиком, а пока я провожу экскурсии в школьном музее под открытым небом». В школах города работают 30 музеев, которые ежегодно посещают более 15 тысяч школьников и воспитанников детских садов. В роли экскурсоводов чаще выступают сами дети. Здесь регулярно проводятся встречи учеников с участниками Великой Отечественной войны, боевых действий, ветеранами тыла и труда. Кадеты школы номер 40 всегда с нетерпением ждут встречи с ветераном-танкистом, полковником запаса Лабутовым. Владимир Михайлович традиционно проводит в школьном музее уроки мужества. Но и ребята не остаются в долгу перед ветераном. Помогают ему по хозяйству, ходят в магазин, организуют генеральную уборку. Более 200 школьных волонтеров оказывают помощь ветеранам. Чувство Родины, патриотизма закладывается с детства, через приобщение интереса детей к историко-культурным традициям. В 2018 году по инициативе Аллы Леонидовны Салаевой, министра образования Чувашии, был возобновлен учебный курс «Мой город». Из учебника школьники узнают историю городских улиц, становление Чебоксар как столицы республики. Это и есть патриотизм, любовь к малой родине. Поисковое движение города представлено 13 школьными отрядами. Сегодня свыше 150 юных поисковиков вносят вклад в увековечивание памяти погибших защитников. Школьники города Чебоксары принимают участие во всероссийских и международных экспедициях. Историю героических подвигов земляков изучают ученики школы номер 59. Они первыми совершили экспедицию в город Шумерля, музей под открытым небом «Сурский рубеж». Их инициативу поддержали все школьные поисковые отряды. В ходе вызовов юные поисковики определили участки, где шло строительство оборонительных рубежей в годы войны. Обозначили объекты для включения в образовательные экскурсионные маршруты. Результатом поисковой работы школьников стали сборник воспоминаний и путеводитель по местам строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Опубликованные материалы помогут познакомиться с историческими местами не только школьникам республики, но и ее гостям. Патриотическое воспитание – это важная составляющая формирования будущего страны. Именно поэтому наша работа должна носить неформальный характер.
Программы воспитания должны быть реальными, живыми и создаваться совместно с детьми и их родителями. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. И говоря о патриотическом воспитании, нельзя не сказать о самой активной нашей части – это молодежь. Активисты некоммерческих организаций и волонтеров. Остановлюсь только на нескольких моментах. И, например, за прошлый год наши ребята выиграли на реализацию проектов или получили грантов в области добровольчества на 25 миллионов рублей, потому что проекты интересные. Впервые наша молодежь стала лауреатами конкурса «Регион добрых дел». И волонтеры Победы вот сейчас получили возможность создать полнометражный документальный фильм о Сурском рубеже. И когда было открыто голосование на выбор приоритетных общественных пространств для реконструкции, силами волонтеров было собрано более 37 тысяч голосов. Это 30% из всех проголосовавших жителей. То есть наша молодежь выбирает сейчас очень активно будущее, в котором она хочет жить. И хочу обратить внимание, что все-таки эпицентром нашей молодежной жизни в республике является форум «Молгород». В этом году он стал акселератором волонтерских проектов ПФО, и там ребята создавали проекты совместно с федеральными экспертами. Молгород отметил свое 12-летие. И, конечно, на следующий год прошу как можно активнее задействовать этот инструмент. Ребятам там очень интересно. И в этом году особенно активно в нем участвовали ребята из Канаша, Чебоксарского и Ядринского районов. Ну и до конца года мы формируем заявки, определяемся, как отстроить Молгород на следующий год. Предлагаю всем принять в этом активное участие. Это действительно очень важно, чтобы ребятам у нас в Чувашии было жить интересно. Итак, коллеги, наша конференция подходит к завершению. Разрешите еще раз расставить акценты. 3 ключевые компетенции, на которые мы должны воспитывать в себе и в наших детях. Это адаптивность, гармоничное развитие и мышление из будущего. Все эти 3 принципа необходимо проецировать на ключевые векторы системы образования: инфраструктуру, образовательные программы, профориентацию и воспитание. Сегодня мы поделились с вами тем, что сделано было в масштабе республики в течение прошлого учебного года, и тем, что мы запланировали на ближайшую перспективу. В этом году я лично сотни раз встречалась с педагогами, ребятами, родителями, и хочу поделиться с вами очень простым наблюдением. У нас невероятно открытые, смышленые и творческие дети, обладающие огромным потенциалом для достижения успеха. Но то, раскроют ли они свой потенциал, очень сильно зависит от наших способностей дать им эту возможность. Для этого нам необходимо вовлекать родительские коллективы, нам необходима помощь общественных организаций. Мы все должны стать единомышленниками для достижения высокого качества образовательной среды. Это ключевой вызов, на который необходимо ответить каждому, без исключения, сотруднику системы образования. И, пожалуйста, помните об этом каждый раз, когда звенит звонок к началу занятия, потому что именно вы даете детям путевку в жизнь. Спасибо.